Братья-священники Кирилл и Мефодий, создатели первого славянского алфавита, на котором писались тексты на славянских языках. 24 мая мы празднуем их память, и сегодня я расскажу вам о том, что они сделали для развития грамотности. Меня зовут Наталья Мординова, я экскурсовод исторического парка «Россия. Моя история». Итак, братья Кирилл и Мефодий родились в городе Фессалоники на территории Греции и с детства владели славянским языком. Когда они уже достигают взрослого возраста, их отправляют проповедниками на территорию Моравского княжества. Моравское княжество, в котором требуется проповедь на родном языке. И для того, чтобы богослужебные тексты переводить на старославянский язык, который был наиболее ходовым на территории этого государства, Кирилл и Мефодий изобретают письменность, глаголицу, на которую они переводят тексты священного служения. Итак, здесь вот у нас их парсуны. Дело в том, что Кирилл и Мефодий, они дали начало славной традиции. Они у нас создают славную традицию, потому что затем их ученики изобретают кириллицу, новый алфавит, на котором у нас пишут древнерусские люди после принятия христианства. И вот здесь вот у нас берестяные грамоты представлены, на которых у нас писали в Древнем Новгороде. Дело в том, что этот город был очень грамотным, и материалы берестяных грамот у нас огромные, являются достоянием нашей страны, то есть это ее древнейшие письменные памятники. Также благодаря появлению алфавита появляется и сама древнерусская литература. Древнерусская литература и вот ее произведения, самые важные, у нас представлены здесь. То есть, допустим, слово о полку Игореве, всем известное, которое мы с вами изучаем в школе, непосредственно посвященная походу князя Игоря, она была написана, конечно, на алфавите кириллицы, который изобрели ученики святых Кирилла и Мефодия. Мефодий был старшим братом, Кирилл младшим. В миру его знали как Константина, но затем уже он принимает монашеский постриг и становится Кириллом. Дело в том, что благодаря тому, что появляется письменность, у нас развивается уже и сама российская цивилизация, потому что, как вы понимаете, появляется образование, появляется переписка книг, которая в те времена была отдельным искусством. Вот здесь вот у нас показана школа древнерусская, в которой обучались дети разных возрастов, ну и, конечно, на основе кириллической азбуки. Помимо России, кириллица у нас также используется и в других странах, например, в Сербии, в Македонии. Помимо всего прочего, у нас, помимо литературы, да, у нас есть еще и памятники древнерусской письменности. То есть это богослужебные тексты, которые очень давно были переведены. И, конечно, как я сказала, книжное искусство, оно в те времена было очень высоко развито на Руси. То есть это, конечно, это была слава того времени и непосредственно очень яркий элемент культуры. И книга, она почиталась как величайшая ценность. Поэтому День святых Кирилла и Мефодия, он особо важен. Это первые просветители разных славянских народов. Кирилл и Мефодий, создатели первой славянской азбуки, великие просветители, многое сделавшие для образования многих славянских народов. 24 мая мы чтим их память, поэтому поздравляем вас с праздником. Дорогие подписчики, это очень важный день, потому что мы все с вами используем кириллицу, мы пишем на ней, и ученики святых Кирилла и Мефодия ее создали. И еще раз поздравляем, до новых встреч!